Представить мир без технологий уже невозможно. От телефона до блокчейна инновации прочно вошли в нашу жизнь и покидать ее, кажется, не собираются. Очевидно, что чем дальше мы в будущем, тем больше технологии будут значить. Готовить специалистов начинать нужно со школьной скамьи. Этим-то и занимается всероссийский конкурс «Моя профессия IT». В этом году он прошел в юбилейный 10-й раз. Но в Якутии насущным вопросом озаботились чуть раньше. Если честно быть, это было 11 лет назад, не 10 лет назад. То есть в 2015 году с Арсеном Томским мы говорили о том, что нужно мотивировать ребят идти, выбирать профессию IT, потому что сейчас это модно. Тогда это еще не было трендом. И мы ездили в районные школы, в Мегано-Кангаласский район, Намский, Горный, читали профориентационные лекции и поняли, что вот в 2015 году, что надо делать в виде хакатона, в виде конкурса. Сказано, сделано. Сейчас участники соревнуются именно в формате хакатона, то есть в решении реальных отраслевых задач от ведущих компаний. Каждый кейс – комплексное задание, требующее проектного мышления, навыков программирования и дизайна. Вот, например, кейс «Геймификация такси». Нужно создать игровую систему лояльности для пассажиров и водителей. А это другая задача – разработать систему управления умным домом. Этот проект помогает людям тем, что упрощает жизнь, становится проще управлять домом. Например, лежа в кровати можно просто выключить свет или запустить чайник, включить телевизор. Хотя задачи перед подростками стоят амбициозные, тянуть резину на конкурсе не получится. Как это заведено в IT, работать нужно быстро. На все про все у участников было всего 3 дня. Без команды справиться тут невозможно. Этот проект нам дали только сегодня, но вчера кейс посмотрели, превью, мозговой штурм был и начали делать уже сегодня только. Для меня это просто буст, можно сказать, в своей компетенции. Дает лучше понятие работы в команде. Оценивает результаты экспертная комиссия на основе критериев качества, функциональности, актуальности и уровня реализации. Впервые в этом году судьи получили возможность оценивать проекты напрямую на цифровой платформе конкурса, что существенно повысило прозрачность, скорость и качество оценки работ. Организаторы подготовили еще больше сюрпризов. В этом году нововведение, что будет проходить фестиваль для горожан, то есть каждый бесплатно сможет прийти, посетить музей «История России». Там будет выставка от первых машин до искусственного интеллекта. То есть вся история якутского IT. Конечно, там будет и наш индрайвер, Майтона, первый вычислительный центр в Якутске. Название выставки не обманет ожиданий. Посетитель сможет проследить путь развития технологий буквально с самого начала. Конкретно слева у нас аппарат Морзе, тот самый, который передавал точки тире, с помощью которых связывались со времен 19 века. А справа от него телеграфный мост, тот аппарат, который распределял эти сигналы по адресатам. А есть предметы, вышедшие из обихода не так давно. Например, взрослые поностальгируют по пейджерам и ушедшей юности. А молодежь узнает, какими были первые компьютеры. Здесь у нас непосредственно один из компьютеров, на которых происходило первичное обучение электроники, точнее программированию. Соответственно, здесь один из самых первых, самых таких основных языков — Basic. И условные школьники, научные работники, студенты России, тогда еще Советского Союза, а потом России, учились программировать на подобных компьютерах. Глядя на этот громоздкий аппарат, невольно диву даешься скачку в прогрессе. И касается это как цифровых технологий в целом, так и связанных с ними индустрий, вроде мультипликации. Когда мы только начинали в поисках анимации, учебных заведений вообще не было. То есть мы все были самоучками. Я обучение проходил в Москве, это филиал британской высшей школы. 3 года там обучался по кадровой анимации таких мастодонтов, как Айрон Блэс, который создал «Король Лев», классическая анимация. И потом по приезду как раз мне повезло, что в Якутии такой бум начался именно по направлению анимации. И так как я понял то, что по одному людей учить это очень медленно,
и начал работать с учебными заведениями. Передать знания подрастающему поколению и заразить их любовью к своему делу получилось. Молодежь, впитав опыт старших, хочет двигать креативную индустрию родной республики вперед. Анимацию для детей и для взрослых тоже. Ну и вот так вот. Ну, еще можно различные продвижение наших якутских мифологий и традиций, чтобы все знали и не забывали. Не мудрено, что в мультипликации особенно заинтересованы дети. На мастер-классах в рамках фестиваля им дали возможность побывать не просто зрителями, а создателями анимации. Ну, мы рисовали на графическом планшете, и там просто шарик прыгает. И мы рисовали каждый шаг, типа сначала он катится, а потом он падает, и так он дальше падает. И вот эти вот каждый рисунок, который мы рисовали этого шарика, можно было увидеть в видео. Одними мультфильмами мастер-классы не ограничивались, ведь школьникам нужно дать максимально полное представление о многогранном мире IT. Ребята узнали, как создаются мобильные приложения, как работают датчики и какие задачи решает искусственный интеллект. В формате практика и игра школьники учатся распознавать модели, писать простые программы и тестировать их на практике. Меня интересует программирование, создание сайтов. Я просто люблю играть, и поэтому интересно создавать свои игры или что-то свое. Наверное, я бы хотел создать свой сайт для магазина какого-нибудь. Позади 3 дня бурных обсуждений. Конкуренция была не на шутку. В финальном этапе участие приняли 64 команды и 214 человек. А вот и он, самый волнующий момент – определение лучших решений. Победители награждали в 5 треках по количеству кейсов и разных возрастных категориях – школьники и студенты. Обделенным домой никто не ушел. Получается, мы уже на Олимпиаде участвуем 5-й год. Мы понимаем, что мы фавориты, да, но уже команда душит спину, как будто бы. Была проблема Толороса ИТ. Сложность была в том, что HR им сложно контролировать, какие курсы проходят сотрудники. Сбор заявок от курсов, все происходит вручную, отчитывается тоже вручную. Мы решали эту проблему. Также была проблема от сотрудников. Им было все сложнее и сложнее искать более релевантные для них курсы. Также они устали от мероприятий со стороны HR. Это отмечают многие участники. К своим призовым местам они шли несколько лет, но тем приятнее чувствовать вкус победы. Лично я участвую 3-й раз, мальчики приехали впервые. Но, правда, чтобы выиграть, нужно иметь очень много опыта. Без опыта очень тяжело выиграть. Допустим, я шла к этому 3 года, я очень рада. Нужно быть уверенным в себе, не бояться и знать, что ты быть мастером своего дела. Это соревнование, которое я в целом не могу забыть до сих пор. Это для меня большой опыт. Я уже 6-й раз соревнуюсь в данном соревновании. Это для меня действительно нечто большее, чем просто конкурс. И хотя сжатые сроки накаляли обстановку, в конце концов ребята приобрели бесценный опыт. Получается, участие было, так скажем, стрессовым очень. За 3 дня все это успеть сделать, еще и презентовать. Каждый из нас работал на все 100, скажем. Что это нам дает? Во-первых, это получается soft skills, то, что мы работаем в команде. И также каждый из нас идет по своему пути, то есть бэкэнд, фронтенд разработчик, также дизайнер и менеджер. И каждый развивает свои определенные навыки, которые пригодятся ему в будущем. Мы сюда ехали с мыслью о том, чтобы реализовать в первую очередь свой потенциал. Когда мы выбирали направление, трек, это было очень сложно, но в итоге мы не ошиблись. И мы очень рады этому, потому что мы смогли достичь своей цели, раскрыть свой потенциал. Нам это показалось очень интересным. Я думаю, что мы сможем продолжить наш проект. Одна из целей конкурса – еще и потенциальное трудоустройство. Будущие работодатели очень рады тому, какие успехи демонстрирует якутская молодежь. Теперь победителей ждет всероссийский этап. А главное – отличный старт в профессию ребята уже получили. Моя профессия! IT!